Вот так в середине сентября в Москве прошло посвящение в первокурсники студентов из Якутии. Все они поступили в этом году в столичные вузы. Каждый год молодежное объединение студентов Айтал проводит в парке Коломенское тематический пикник. Во время встречи вчерашним школьникам рассказывают о Москве, особенностях города, учебы, жизни в общежитии. Но главная задача – это знакомство. У нас расписание начинается с, конечно же, Алгыса, Асохая, тимбилдинговых небольших игр. Ребята знакомятся, узнают, кто где учится, и понимают, что они могут друг другу помочь. В этот раз на встречу пришло около 60 человек. Среди студентов и Саина Челык. Девушка – будущий педагог. И еще в средней школе она решила поступать в московский вуз и успешно прошла все испытания. Поступила я для того, чтобы набраться знаний, увидеть столицу, прочувствовать, каково это жить в другом городе. И что по поводу проводимого мероприятия сегодня, я очень рада, что наше молодое сообщество вместе сплоченно взаимодействует между собой, проводит такие мероприятия. Это очень классно. По поводу, когда была создана наша организация, она была создана в 2009 году. И она носит под собой цель как раз-таки объединения всех якутских студентов, которые учатся в Москве. А неформально организация существует достаточно давно, потому что все наши земляки всегда собирались и так далее. И в 2009 году решили зарегистрировать свое юридическое лицо, то есть это молодежное общественное движение Айтал. Данная организация, что она дает, хочется сказать, что чувство сплоченности. То есть людям всегда, нашим землякам необходима адаптация в Москве. Все-таки Москва – это такой большой город, и в этом городе очень легко потеряться. То есть человек может и потерять себя, и как раз-таки найти себя. И наша организация как раз-таки помогает всем нашим землякам не терять связь с Родиной и найти себя в этом большом мегаполисе. Сегодня движение объединяет около 1000 студентов в Москве. Вступить в него очень просто. Нужно обратиться к действующему председателю через соцсети или лично, написать заявление и потом пообщаться с активистами из организации офлайн. У меня очень многие друзья спрашивают из Якутии как раз-таки, почему ты вступил в данное движение, зачем тебе оно надо, зачем ты тратишь свое время на эту организацию. Организация, она дает площадку для реализации своих идей. Вы знакомитесь с нашими топовыми земляками, как раз-таки представленными в Москве, дает лидерские качества, дает навыки публичных выступлений, организации больших мероприятий. То есть вы не каждый день проводите мероприятия на 200-300 человек. Лично на моем примере я участвовал в Российской энергетической неделе благодаря Айталу. То есть я был представителем молодежного движения в Российской энергетической неделе в Москве. Также мы с всей организацией ездили в Петербургский международный экономический форум на молодежный день и тоже участвовали в различных сессиях и представляли и нашу организацию, и нашу республику на такой большой площадке. Но движение – это не только конференции или научные выступления. Так, ежегодно в санатории Бесчагда проходит туристический слет. Ребята собираются на маевку, чтобы подвести итоги учебного года в преддверии празднования Сеха. В этот раз даже непогода не помешала этой традиции. Миссия таких турслетов – это собрать ребят, которые только-только заканчивают, возможно, первый курс, кто-то уже заканчивает свою очередную сессию. И летом это вариант, возможность всем собраться вместе и, наконец-то, отметить завершение долгой учебы и в том числе объединиться в культурном плане. Будучи в Москве, находясь очень-очень далеко, постоянно хочется взаимодействовать с родной культурой, с родными друзьями и товарищами. Очень классно здесь собираться и приводить ребят из Москвы, с которыми я уже познакомился здесь, чтобы познакомить их с родной культурой, потому что путешествовать в Якутию – это очень трудозатратно порой, и здесь, в маленьком кусочке Якутии, очень классно проводить время. Мы сейчас будем проводить мастер-классы по готовке оладий. Мы будем готовить якутские национальные блюда. Не только мы якутских людей приглашаем, но еще и московских, из других регионов. И внедряем наши якутские традиции, наш быт, культуру и показываем другим ребятам из других субъектов. Традиционно на слет приглашаются студенты из разных регионов. И этот год не стал исключением. Турслет, так еще и
якутский. Это очень здорово, очень интересно. И вот на самом деле уже я здесь как бы походил, много разного посмотрел. Уже мне рассказали про бырпах, национальный якутский напиток. Уже его попробовал, рассказали там, как его пьют, из чего его пьют. Уже про якутский язык что-то рассказывали. Я хотел познакомиться с культурой поближе, познакомиться с людьми, а люди потрясающие. У меня только положительные эмоции сегодня. У нас очень большой спектр мероприятий. Мы проводим спортивные турниры. Мы уже провели по баскетболу, по шахматам, по настольному теннису. Также у нас был мини-футбол. Мы помогаем ежегодно проведению московского ИСЭХа, то есть наши активисты стоят всегда на передовой именно для того, чтобы помочь нашему постпредству охватить и молодежный сегмент, и в целом помогать проведению ИСЭХа. В прошлом году движение Айтал стало соорганизатором масштабного студенческого бала «Узоры любви». Мероприятие объединило студентов из Якутии, Бурятии, Тывы и Калмыкии. Наша съемочная группа побывала на репетиции раута. Вот так это было. Держать ритм, взаимодействовать с партнером, не мешать другим участникам. А еще и за осанкой следить надо. На самом мероприятии ребята должны представить сразу 3 танца. Это полонез, а также испанский и фигурный вальсы. Репетиции проходят очень энергично. Ребята большие молодцы. Видно, что у них горят глаза, они усердно тренируются. У нас выделено не так много репетиций до бала, но видно, что мы с каждой репетиции пытаемся вытащить максимум. У нас всего определено, получается, 3 часа репетиции. Всего у нас 4 репетиции до бала. На балу закружились в вальсе 40 человек. Каждая пара должна была станцевать так, чтобы понравиться зрителям, потому что лучший дуэт в конце праздника был удостоен призов от спонсоров. Партнером мы занимаемся дома, тоже репетируем, повторяем все движения, чтобы заняли первое место. Платье я еще не нашла, ищу свое платье, не могу определиться. Туфельки у меня есть, а так все в целом. И что-нибудь добавлю из национального наряда себе. Поступило предложение в сообществе якутов. И вот решил поучаствовать, чтобы поддержать земляков. Репетиции проходят очень хорошо. Хореографы, профессионалы всему обучают. Опыта не было, то есть пришли просто с нуля. Научились, вообще легко было. Кстати, на праздник позвали и студентов из других стран – Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Молодежное движение Айтал активно общается и со школьниками. Я занимаюсь профориентационным направлением в нашей организации, то есть когда к нам приезжают дети из Якутии, это школьники, и мы проводим как раз-таки в постпредстве встречу, то есть мы приглашаем различных студентов, и они рассказывают про свои направления. И на самом-то деле это очень помогает будущему выпускнику определиться со своим направлением. Вот так этой весной 25 десятиклассников Татинского лицея внимательно слушали своих старших товарищей, студентов из Якутии, которые учатся в центральных вузах. Молодежное общественное движение Айтал проводит такие встречи чаще всего весной, так как именно весной школьники приезжают сюда познакомиться с университетами, с городом и попадают на весенние каникулы. Конечно же, самый насущный вопрос – это ЕГЭ, поступление, как выбрать вуз и как проживать в таком городе, как работать. В целом все интересно, ожидания, на мой взгляд, крайне оправдались, потому что они дали дельные советы по поступлению, по будущему, как определиться с будущим. И в целом очень полезная информация. Даяна Боярова тоже думает о будущем. Она еще не определилась, куда именно будет поступать. Ей нравится и культурология, и международные отношения. И по мнению девушки, общение со студентами может помочь сделать выбор. Они рассказывают именно про поступление, про свой опыт и про то, какой путь они проделали для этого. И у всех он как бы индивидуальный, и от этого, получается, для такой большой группы они явно найдут себе что-то более близкое к себе. До встречи со студентами татинские школьники посетили МГУ. В главном вузе страны они познакомились с преподавателями и смогли оценить свои шансы на поступление. После таких посещений у них появляется желание, они ставят высокие цели, и когда они даже в виде второго образования, в виде прохождения каких-то курсов в этих вузах, они все равно что-то делают. Есть такие примеры у нас.
Еще одна традиция, связанная с движением Айтал, это поздравление студентов на Новый год. Ребята с удовольствием участвуют в этой акции, которой уже 20 лет. Я видел эти видеоролики с поздравлением, и поэтому мне кажется, что это отличный способ появиться на экране. Новый год для меня всегда значил самые теплые воспоминания. Всегда воссоединение с семьей, теплые разговоры за вечерним пышным столом. Это всегда ожидание от следующего года, какие-либо мечты, может быть, подарки, что-нибудь такое. Я решил поучаствовать в этой передаче, так как считаю, что поздравить наших дорогих земляков является чем-то очень-очень важным. Ведь все мы все-таки достаточно оторваны от республики, и всем нам хочется вернуться туда, потому что мы скучаем. И мне кажется, это небольшой мостик связи между нами, он как раз-таки и должен сблизить нас и показать то, что мы все-таки любим и ценим нашу республику. Молодежное объединение Айтал – это сообщество, которое помогает студентам в Москве проявить себя, найти друзей и соратников, стать частью чего-то грандиозного и не забывать о родной Якутии. И если вы хотите присоединиться к движению или узнать больше о нем, то это можно сделать через их соцсети. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Виктор Олесов, Москва.